ощущали себя такими вот уж детьми героев. Просто нормально, как все дети мы были. И в школе, когда учились. Вот. Никто нас не выделял, и мы не выделялись. Мы были такие же, как все. Вот недавно мне одна подруга сказала, я говорю, только что узнала, что у тебя отец герой. Хотя учителя были знакомые, директор школы был мой дядя. Никто там не говорил, что вот надо медаль получить, что надо 5 получить. Никто вот обычно, как обычные дети мы были. Я даже в университет со 2-го раза поступила, даже не это. Никто не пытался, как говорится, мне помочь. То, что он был призван до начала Великой Отечественной армии, 3 года он все-таки прослужил, практически перед возвращением домой на дембель началась же война. И вот этот период, который он прошел в армии, опыт, все-таки ему в период войны, я считаю, что помог выжить и познать воинскую дисциплину, воинский порядок. Вот это. И он же вырос, в общем, будем говорить так, что в большой крестьянской семье, с детства был приучен к труду, общению, в общем, и с лошадьми, и с людьми. И с детства работал. Ему пришлось пережить голод 21-го года, страшный. Голод 30-х годов, когда даже мама его умерла, хоронить в деревне практически никого не было. Он пришел с работы, с поля, хоронил, были живые 2-3 только соседа. Мать умерла с голоду. Вот это, наверное, дало все-таки импульс к восстановлению, так сказать, личности, к становлению личности и пережить тяжелые годы войны. Бег времени неумолим. Уже более 70 лет минуло с тех пор, как отгремели последние залпы Великой Отечественной войны. Но память с годами не тускнеет, ибо связана она с самым дорогим человеком, отцом, героем Советского Союза Абдуллой Шангареевичем Ахметовым. Семья была достаточно большая. 5 человек у них в семье было. 3 мальчиков, 2 девочек. Значит, самый старший Арслан Гарей Шангареевич 903 года, значит, был призван в Великую Отечественную войну, попал в плен и, в общем, был в тяжелейших условиях, в плену, вернулся живым. Второй брат Саид Гарей Шангареевич 9-го года, надо отметить, что был первым механизатором Селибашского района, это в музее даже есть. Значит, в 40-м году они с семьей уехали в Узбекистан. Сестра 14-го года Назифа Шангареевна, муж Фазлы, Махмутовы они. Назифа всю жизнь проработала на трудовом фронте. А Фазлы Бабай, он участник войны, воевал, вернулся, жив-здоров. Были они, в общем, прожили всю жизнь в Салавате. Конечно, сейчас уже нет. Вот такая их судьба. Была еще одна сестра 906 года. Она тоже в голодные годы умерла от голода. Отец самый младший, 18 года. Абдулле Шангареевичу довелось прожить большую, интересную, насыщенную яркими событиями жизнь. Было в ней немало трудностей и невзгод, ведь его детство и юность прошли в годы великих испытаний для нашей страны. Родился герой 2 мая 1918 года в деревне Юмагузино Стерлибашевского района в многодетной крестьянской семье. До призыва в армию работал учителем в Айтугановской начальной школе. Служил в пограничных войсках НКВД. В канун демобилизации началась Великая Отечественная война. Как все мальчишки, интересно было про войну расспрашивать. Но я должен отметить, что ни отец, ни другие фронтовики не любили говорить про войну. Наверное, это было очередное переживание для них, это были тяжелые, наверное, моменты. В 1942 году, во время отступления в Ростовской области, под городом Армавир, как он рассказывал, значит, идет повальное отступление. Немцы бомбят, немцы обстреливают, везде паника. И в этот момент оторвало командиру, говорит, нашему командиру обе руки. Бомбежка. Я, говорит, его взял, значит, выхожу на трассу. На трассе паника, все бегут. В общем, огонь, кровь. Пытаюсь остановить попутный транспорт. Никто не останавливается, идет бомбежка. Ну, я, говорит, был вынужден взять ружье и выстрелить в машину, которая едет. Полный солдат, но едут, не останавливаются. Выстрелил, колесо, в общем, пробил. Они остановились, выскочили, говорит, начали меня бить, естественно, быстренько. Потом очухались,
взяли командира, взяли меня, говорит, сделали колесо и дальше продолжай наступать. После прохождения учебы в школе связистов в 1942 году Абдулла стал командиром отделения связи 31-й стрелковой дивизии Северо-Кавказского фронта. В сентябре 1943 года старший сержант Ахметов одним из первых форсировал Днепр в районе деревни Сошиновка. Геройский поступок, значит, как сказано в указе Президиума Верховного Совета СССР, звание дано за форсирование Днепра в районе деревни Сошиновка Днепропетровской области Украины. Во время форсирования Днепра был дан приказ, значит, подразделению отца навести линию между противоположным берегом и командным пунктом. Ну, в общем, они, изыскав плавсредства, форсировали Днепр. В этот период, значит, было около 40 обрывов. Они все это восстановили. И уже на противоположном берегу, когда связь была восстановлена, отца ранило. Потеряв память, превозмогая боль, он все-таки соединил вот эти два провода, будем говорить, два берега, сжал зубами и потерял сознание. В этот момент его засыпало взрывом. Там он был ранен, да, завалило его друзья, однополчане откопали. 600 метров, по-моему, да, по воде шли. 600 метров, когда Днепр надо было налаживать связь, он же связистом был. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года Абдулле Шангареевичу Ахметову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением орденов Ленина, Красной Звезды и медали «Золотая звезда». В 1945 году старший лейтенант Ахметов закончил Киевское военное училище связи. И демобилизовался по состоянию здоровья. После войны отец у нас, как женился, значит, обосновались они в Уфе с мамой. Он закончил двухгодичную партшколу краевую в Уфе, работал в аппарате Президиума Верховного Совета. А потом, вот 25-тысячники в 1952 году были ведь направлены на подъем сельского хозяйства. Вот сюда его отправили, поскольку это его родина, может быть, еще поэтому. Вот. С 1952 года мы здесь жили. Вот. Работал он здесь, сначала зампредседателя исполкома работал, на партийно-хозяйственных должностях был, а потом уже работал в соцобезе. Я помню, мы еще спим, идет с песнями по саду, по огороду, там что-то делает, живность тоже. Но как вот, когда они работают, как вот нам сидеть или лежать? Не было такого, что вот иди работай. Нет, и никто нас не погонял, но мы видели, как они работают, как они делают. Вот. Собственно, примером. Своим примером они нам все показывали. Вот. Он помогал во всем, и маме помогал. Абдулла Шангареевич с Шагидой Хабибрахмановной в любви и согласии прожили 50 лет. Не словами и советами, а на собственном примере воспитали у детей безграничную любовь и уважение к труду, людям и жизни. Светлана Абдулловна выбрала профессию матери, всю жизнь проработав в уфимских школах преподавателем русского языка и литературы. Айрат Абдулович, закончив Московский финансово-экономический институт, долгие годы жил и работал на севере. У меня 2 детей, Альфия, Зульфия. У брата, значит, тоже 2 детей. У него 2 сына, у меня 2 дочери. Вот, мы недавно сидели, разговаривали, и вот дочка одна говорит, ну, бабушка с дедушкой, это они нас воспитали, поэтому мы такие, они говорят. Он был очень хорошим семьянином, добрым отцом, уважаемый человек был. Он очень любил башкирские народные песни. Он очень красиво пел. Например, песню «Хандугас», «Сивай», «Азамат». Когда собрались родственники, вот, у них очень интересная встреча была всегда. Вот они пели вот эти народные песни. Абдулла Шангареевич прежде всего был неординарной личностью, со своим сложным, ярким характером. Он очень ценил и понимал, что такое родственные узы. Для всех, кто его знал, он стал близким и родным человеком, готовым всегда помочь и поддержать. А с родными племянниками Ишмухаметом, Гаязом и Мухаррамом Махмутовыми его связывали долгие годы тесного общения, взаимной поддержки и уважения. Абдулла Шангареевич активно участвовал и в воспитании юных сталибашевцев.
Регулярно выступал в школах, перед призывниками, встречался и переписывался с однополчанами. Герою посчастливилось отпраздновать золотой юбилей Великой Победы в 1995 году, а осенью его уже не стало. Земляки увековечили его память, назвав его именем улицы в районном центре и его родной деревне Юмагузина. В Столибашево на улице Ахметова построил дом его сын Айрат Абдулович, вернувшийся с семьей в родные края. А в отчим доме живет сейчас дочь героя, Светлана Абдуловна. 9 мая приходит к нам. Приезжают Салават, Уфа, Давлеканово. Здешние все приходят к нам. Приходят к нам во двор. Значит, как обычно, сперва встречаются все на площади, на торжественном мероприятии. Возлагаем цветы, идем на кладбище, опять всех вспоминаем, всех родственников и моих родителей. Потом приходим к нам, без приглашения и отмечаем здесь. Это у нас уже традиция. В районном краеведческом музее памяти Абдуллы Ахметова посвящена большая экспозиция. Недалеко аллея героев с бюстами двух замечательных батыров с Старлибашевской земли. 23 года прошло со дня смерти отважного связиста, героя Советского Союза Абдуллы Ахметова. Но до сих пор в памяти детей, внуков, земляков его добрые глаза, сердечные слова, искренняя улыбка, задушевные песни. Шундай рахат, шундай тыныс, ишләргә әйбәт, укырга әйбәт, укырга тыныс, эшләргә тыныс. Моны кемнәр җиңеп сыкты? Әлбәттә, мин әйтермен. Бер дип әйтсәң ярамас. Мул инде сезнең абзыйларыгыз, апаларыгыз, картатайларыгыз сугышты еңеп, дошманны тармар итеп, еңүгә йиткерде. Тяжелый снег идет с утра. 3 дня подряд. Тяжелый снег идет с утра и ноет рана у меня. И вместе с ней заодно осколок, что засел давно, извините. Его сырой рудой везли с глубоких залежей земли. Король, что землю-то купил, давно он ненависть копил. С руды он мину изловил. Давно он ненависть копил, а на Днепре в меня стрелял. Горячей кровью запечен, настал рассвет. Затихло все. Вот эту песню очень любили, кстати, родители. Вот это вот. И вот когда я звонила, допустим, обычно бегали звонить, как родители, как себя чувствует. Мама говорила, если он болеет, так она отвечала, мама.